Картины, которыми восхищаются. Кажется, только шагнешь и окажешься в окружении восхитительных горных пейзажей, грациозных горянок и смелых джигитов. Мир, оживающий воображение и на холстах Зелимхана Исмурзиева. Творения народного художника Ингушетии никого не могут оставить равнодушными. Большинство этих картин не раз представлялись на всероссийских и международных выставках. Многие попали в частные коллекции ценителей искусства. В Ингушетии первая персональная выставка этого художника была представлена в Музее изобразительных искусств. Первая персональная выставка этого художника прошла в стенах нашего музея в 2002 году. В 2010 году была уже вторая персональная выставка, на которой были представлены его работы, написанные в различных жанрах. Это пейзажи, сюжетно-тематические работы с таким философским содержанием и также портреты. Лейла Алмазова курировала первую выставку художника в музее. Автор сам помогал в организации и поделился советами по составлению каталогов. Этот бесценный опыт Лейла до сих пор применяет в подготовке экспозиции. Впрочем, такие знания в области дизайна для художника – результат многолетнего труда. В 1979 году он окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной, факультет художника-дизайнера. Одним из преподавателей Зелимхана Исмурзиева был известный советский живописец Семен Аронович Ротницкий. В 2016 году к столетию художника была выпущена книга «Они верны своим учителям», где помимо жизни и творческого пути Ротницкого вошли художественные работы трех его лучших учеников, в числе которых Зелимхан Исмурзиев. Моя учитель не... Чернова. Сокурсница ваша. Да. Мне кажется, вы мне говорили про нее, рассказывали. Сейчас художнику трудно дается общение. После перенесенной болезни сердца у него начались проблемы с речью. Парализовала правую руку, которой он писал свои работы. Но любовь к искусству и удивительная сила воли творят чудеса. С помощью специальной гимнастики уже через 2 года художник взял кисть в левую руку, а белые полотна вновь заиграли красками. В основном жанр один – портретный. В мастерской художника их около 20, и они уже успели побывать на выставках во многих городах. Работы Зелимхана Исмурзиева принимали участие в выставке в Майкопе, в Краснодарском крае, Беларуси. В общем, очень много городов. И все зрители восхищаются работами Зелимхана. Причем это не просто обычные зрители, но профессионалы. Подчас создается впечатление, что люди искусства, романтики и мечтатели, часто разбивающиеся о скалы реальности и стоящиеся под натиском проблем. Но вряд ли это относится, например, к Бетховену, под конец жизни частично потерявшему слух, но несмотря ни на что, написавшему одну из великих композиций «Торжественное месса». Или известнейшую индийскую танцовщицу Судху Чандран, судьба которой чем-то схожа с жизнью художника. Потеряв ногу во время автокатастрофы, ей вставили протез, и уже после 2-летнего перерыва она снова начала танцевать и покорила всю Европу. Или к Зелимхану Исмурзиеву, признанного мастера своего дела, у которого этой весной пройдет первая персональная выставка новых работ в Музее изобразительных искусств. Дана Плиева, Рахман Цуров, Новости 24.